В эфире БСТ, передача интервью, студии Тимур Давлетов. Здравствуйте. Ах, обмануть меня несложно. Эта фраза по-прежнему актуальна для многих приобретателей жилья, которые столкнулись с некорректным поведением, а иногда и откровенным мошенничеством со стороны девелоперов. Количество способов мухляжа с квадратными метрами постоянно растет, а методы любителей серых схем становятся все более вероломными. Какие способы обмануть покупателей используют недобросовестные застройщики, а также что нужно делать, чтобы не попасться на их крючок, расскажет гость нашей студии, юрист Максим Меньшиков. Максим, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, Максим, представим рандомную ситуацию. Мы пришли покупать квартиру в многоквартирном доме. На что в первую очередь стоит обратить внимание? Это, наверное, договор. Ну да, конечно же, нужно изучить его и понять предмет договора и читать от начала до конца, не только те пункты, на которые показывает менеджер. То есть в договоре может содержаться очень много нюансов, которые дольщик узнает, как правило, только когда либо примет квартиру, либо в момент приемки, во время передачи ключей. Из основных моментов нужно посмотреть даты, когда передается, этаж какой будет, площадь, соответственно, это основные характеристики квартиры, об этом в основном все знают. Но не все знают о таком пункте в договоре, как допуски площадей. Допустим, если квартира увеличивается или уменьшается по результату строительства на какой-то определенный размер, в ту или иную сторону бывают доплаты. Либо же это пункт в договоре описывает, что никто никому не должен в случае, если площадь квартиры увеличилась на квадратный метр или уменьшилась на квадратный метр. В этом очень много нюансов вот в этом моменте именно, когда застройщики чуть-чуть меняют планировку, смещают вентканалы или меняют проемы дверные. Максим, скажи, пожалуйста, это, как правило, наверняка какие-то недобросовестные застройщики или среди, так скажем, добросовестных тоже возникают какие-то казусы? Почему такое происходит-то? Касаемо разницы площадей, это практически у всех есть застройщиков, он не обязательно должен быть недобросовестным. Это, в принципе, нормальное явление, когда чуть-чуть отличается от договора долевого участия. Размер я имею в виду. То есть замер БТИ, когда инженер пришел, обмерил квартиру, говорят о том, что какое-то есть изменение. И это нужно просто проговорить и, соответственно, изучить в договоре, на каких условиях застройщик предлагает. И если допуски нулевые изначально идут, то большой риск того, что дольщику придется доплачивать, потому что практика все-таки наоборот, в пользу того, что квартира увеличивается, когда ее строят, допустим, либо застройщик, если он недобросовестный, он умышленно знает, что в договоре есть такой пункт о нулевом допуске, он, например, может не делать перемычку в дверном проеме, тогда будет учитываться как жилой площадь. Если квартира трехкомнатная, то там вплоть до квадратного метра может накапать. И, соответственно, потом дольщик должен будет заплатить за этот квадратный метр. Я так понимаю, еще стоит обращать внимание на то, что написано мелким шрифтом. Такое же тоже возможно, да? Законодательно запрещено сейчас, конечно, мелкий шрифт, да, но там в целом все достаточно плотно, скучно, и сам договор это достаточно такой объемный документы, когда человек приходит, ему и менеджер по продажам говорит, ему риэлтор что-то говорит, он не может собраться, сконцентрироваться на изучении договора. И рекомендация такая, что не нужно торопиться, нужно изучить договор в домашних условиях спокойно, и на следующий день или через определенный промежуток времени пойти уже подкованным, знать, что ты подписываешь. Но, как правило, в договорах еще пишут неразборчивым языком, для простого обывателя я имею в виду. Но там либо без юриста, либо без каких-то определенных познаний не обойтись, на мой взгляд. Да, очень часто, иногда даже юристы не могут понять, иногда мы изучаем договор, и формулировка звучит таким образом, что непонятно о той же площади, о которой мы говорили, увеличение площади, да, и непонятно в договоре, ты должен, в случае, если у тебя квартира увеличивается, допустим, на 1 квадратный метр, в договоре прописано, что в случае, если увеличение есть, то как идет доплата. Предположим, квартира увеличилась на 1 метр 20 сантиметров, на 1,2 квадрата. Ты должен заплатить за 20 квадратных сантиметров, которые свыше этого метра,
или за 1,2 метра должен заплатить. И вот таких вот нюансов очень много в договоре долевого участия, но нужно, конечно же, отнести лучше юристу. Я так понимаю, вообще нюансов в договоре очень много может быть прописано или наоборот, не дописано, да? Что вот делать горожанам, если, допустим, застройщик обещает развитую инфраструктуру, школу, детский садик, остановку, метро, там торговый центр рядом, а по сути ничего вокруг-то и нету. Такое вообще бывает? Наверняка. Сплошь и рядом, да. Это очень такая больная тема для многих ЖК, когда люди ехали и покупали именно в том числе и инфраструктуру, которой должны были пользоваться, а получается, что у них вместо вот всего перечисленного стоит еще одна или двухподъездный дом, свечка. Вот. И у нас в республике такие ситуации есть, и вообще в целом по России, когда люди собираются в группы, пытаются судиться, но в данном случае очень сложно. Единственное, что может помочь, это официальная информация, которая давалась, допустим, там, в том числе буклеты, сайт, информационные какие-то брошюры, которые выдавали застройщикам, где можно доказать, что действительно они предлагали вот такой набор услуг. А застройщик же говорит, ну вот мы продаем только квартиру, поэтому извините. И то, что там мы декларировали о том, что должна быть закрытая территория и там детская площадка, ну не получилось, извините. Максим, приобрели жилье, переехали в новый дом, в новую квартиру. Тут начались проблемы. Проводка начала перегорать, штукатурка посыпалась. Ну, то есть гарантийный какой-то срок должен быть. Что делать в таких случаях? Понятное дело, идти жаловаться, но были ли положительные моменты, когда застройщик реально там шел навстречу и восстанавливал? Такие застройщики есть, да. Есть застройщики, которые даже предоставляют своего эксперта непосредственно при передаче ключей. Они сами говорят, вот у нас есть эксперт, он посмотрит, квартир много, там 600, например, где-то что-то не уследили, пусть поэтому еще раз перепроверят. Ну и есть, конечно же, такие, которые из рук вон плохо строят и разгильдяйски откровенно относятся к тому, что у них и настройки, и после. То есть никакой ни гарантийное обслуживание, для них непонятно, что это такое, то есть никакой ответственности в рамках гарантии многие застройщики на себя брать не хотят. В этой связи и такое большое количество судов. То есть люди не просто так идут судиться, то есть не от хорошей жизни. Ну, по крайней мере, я знаю несколько таких застройщиков, на которых жаловались на низкое качество буквально всего, начиная от входной двери тонкой, до кривых стен, кривых окон, скрипящих полов. Это, то есть, проблема не в одной квартире была, а фактически во всем доме. А потом застройщик еще пытался как-то обвинить людей в том, что якобы они вот сговорились и пытаются взыскать сейчас денежные средства. Есть такие случаи, и как выходить из таких ситуаций? Застройщики, да, такие случаи есть, конечно, и застройщики очень любят такой термин, как потребительский экстремизм. Говорят, что вот нас душат, юристы не дают нам спокойно жить и так далее. Но здесь отчасти, может быть, в каком-то проценте они правы. Бывает, что злоупотребляет и потребитель. То есть это тоже нельзя исключать. Но в большинстве своем, как мне видится, люди, если квартира построена идеально, если никаких замечаний нету, у них и повода не будет судиться. Во-первых, ни желания, ни времени на это потраченного не нужно будет затрачивать, если все хорошо. Поэтому таких случаев очень много. И действительно, стяжка как песок, электрокабеля несоответствующего сечения, то есть потом вплоть до пожара может, да, там текущие окна, балконы и то есть много-много различных проблем. Ну, бывало такое вот реально, я сам лично приезжал на съемки, трогаешь вот эти откосы, они сразу уже сыпятся, кирпичи сыпятся, ну, это же никуда не годится. Никуда не годится, да, люди делают экспертизы, обращаются к юристам, юристы изыскивают, но сейчас законодательство ужесточается по отношению к потребителям. Это сделано для того, чтобы умерить аппетиты дольщиков, которые приобретают, чтобы отбить желание судиться. Вот. Но в то же время, ну, я считаю, что недостаточно государство оказывает влияние на застройщика, чтобы они все-таки тогда, если человек не может с него взыскать, сумма очень сильно урезает, но тогда застройщик должен понимать, что он должен устранить.
А сейчас получается так, что застройщик особо не боится, что ему ничего за это не будет. Может строить, условно говоря, такого качества сомнительного. И глобально вот в суде, в связи с последними изменениями, у застройщика совершенно другая ответственность, нежели была буквально там 2 года назад. Вот, кстати, про строительство, Максим, то, что сейчас возводятся дома буквально там полгода, год-два, это вообще нормально? То, что быстро очень. Ну, если мы еще берем многоквартирные дома, то да, действительно, они строятся тоже достаточно быстро, но там какой-никакой контроль все-таки есть, и это не такая плачевная ситуация, как, например, в домах ИЖС, когда вот там за 3 месяца и зимой, и летом дома возводятся, и это, конечно, неправильно. А по многоквартирным домам, ну, в целом, за год, конечно, большой комплекс не всегда успевают построить застройщик, но быстро строят, да. Ну, проверяем, разные бывают случаи. Бывает, что все в порядке, ну, глобально как бы по конструктиву, там какие-то мелочи по отделке. А есть дома, у которых реально проблемы даже с конструктивом. Хотелось бы узнать, как обстоят дела у тех жителей, которые, допустим, покупали видовые квартиры с видом на красивый лес, а в итоге получают вид на очередную многоэтажку или, не дай бог, следственный изолятор, тюрьму, кладбище или какой-нибудь полигон с мусором. Были такие случаи? И вообще, получается ли как-то урегулировать данный вопрос? Достаточно часто. И сейчас у нас в городе есть такой комплекс один, где человек приобрел условно 4-й этаж. Но так как дом стоит не на ровной поверхности, и этот 4-й этаж для этой женщины стал первым. И то есть у нее в окна смотрит детская площадка. То есть и она, конечно, ну, в негодовании, но, насколько мне известно, там удалось договориться с застройщиком. То есть застройщик пошел навстречу, потому что действительно там установили, что удалось ей как-то там убедить, что менеджер по продажам ей не донес информацию, что с одной стороны дома 4-й этаж это нормальный 4-й этаж, там условно 25 метров, там 20 метров от земли, а с другой стороны, из-за того, что на склоне дом стоит, это будет 1-й этаж, плюс там стилобатная часть и детская площадка еще установлена. Вот. Этот вопрос решается путем переговоров, как правило, с застройщиком. И если переходит в судебную плоскость, когда человек пытается именно судиться, то там зависит от доказательств. Тут сложно сказать, на чьей стороне будет правда, потому что если человеку донесли достоверную информацию, то есть он как потребитель все знал, то шансов у него очень мало в суде. Если же ему наоборот сказали, что ты будешь жить высоко над землей, условно говоря, а тут получается, что как 1-й этаж, то тогда, возможно, есть перспективы. Максим, и напоследок буквально несколько советов дельных от юриста для наших телезрителей. Читать договор, не торопиться, все-таки это очень важный жизненный этап для всех людей, то есть тем более, если это ипотека на 30 лет, то в первую очередь посмотреть отзывы о застройщике и изучить договор. Я думаю, это самое главное. Спасибо большое, Максим, что нашел время и пришел к нам в студию. Я напомню, что у нас в гостях был юрист Максим Меньшиков. Я же с вами прощаюсь, ну а вы не переключайтесь и оставайтесь на телеканале БСТ.